Продолжаем следить за ходом выборов в Якутии. Ну и сейчас вашему вниманию брифинг заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Ивана Андросова с последними данными о ходе голосования. В эфире вновь пресс-центр Центральной избирательной комиссии. Осталось 1,5 часа до закрытия избирательных участков, и мы вновь подводим промежуточные итоги. Иван Михайлович, какова явка на этот час? Добрый вечер, уважаемые друзья. На 6 часов вечера явка избирателей по республике составила 44%. И хочу отметить, что после 15 часов, значит, за эти 3 часа, значит, очень хорошая явка, я скажу. Люди повысилась активность. Да, проявили активность. Я хочу сейчас озвучить, какие же лусы, сколько процентов явки, ну, чтобы как-то было интересно. 85% избирателей Оленька вышли на 6 часов вечера. 75% анабарские избиратели. Верхневилюйский улус показал 73%, Амгинский 70%. Несмотря на то, что в населенных пунктах у них не было света. Да, снег, дождь. Вот к вечеру у нас в Якутске дождь конкретно усилился, но тем не менее явка города Якутска составила 39%. Думаю, до вечера они явно за 40% перевалят. Значит, горный район показал 70% явки. Татинский улус 66%, Сунтарский улус 61%, Эвен-Ватантайский 60%, Чураптинский 59%, Усалданский 58%, Жиганский 57%, Кобяйский 56. Вот как раз у нас Кобяйский район на связи. Давайте послушаем. Давайте. Председатель ТИК Наталья Геннадьевна. Добрый вечер. Ага, добрый вечер. Как у вас идет проходит единый день голосования? Насколько активны жители вашего района? Ну, у нас всего по району 23 участковых избирательных комиссий. В районном центре поселок Сангар, из них 6, остальные в наследах улуса. К сожалению, у нас сегодня погода очень сложная. В районном центре очень сильный ветер, с переменами дождь, в Себянкюле снег. Но, несмотря на это, избиратели активно идут на избирательные участки. Тем более мы сегодня избираем не только Ильдархана, народных депутатов республики, но еще главу муниципального образования Кобяйский район. На 17 часов у нас проголосовало 57% избирателей. Наиболее активные у нас идут избиратели Батамайского наслега, более 80%, Вагаджи, Люксюгуна. Значит, менее явка в улусном центре поселка Сангар. До этого мы провели досрочное голосование в отдаленных труднодоступных участках. У нас проголосовало 155 избирателей. Это были оленеводы по стадам, дорожники, строители, работники НДБАЛа, работники станции. Значит, на участках очень много наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса, есть представители «Справедливой России», КПРФ, «Единой России», есть представители кандидатов по одномандатному избирательному округу и, конечно, представители кандидатов на главу улуса. На сегодняшний момент на избирательных участках обстановка спокойная, жалоб и заявлений на нарушение избирательного законодательства нет. И поэтому мы еще продолжаем ждать, есть еще время, мы ждем своих избирателей на наших избирательных участках. Наталья Геннадьевна, спасибо. Действительно, еще 1,5 часа. Думаю, что повысится у вас показатели. Наталья Геннадьевна, а какие жалобы, нарушения не зафиксированы в вашем районе? Она сказала, что да, не было жалоб. Извините. Ну что ж, давайте продолжим. Да, значит, 57% проголосовали Кобяйский улус, Верхоянский район 55%,
Момский 55, Нижнеколымский 54, Абыйский 53, 4 улуса Берхенколымский, Намский, Нюрбинский, Среднеколымский по 52% явка, Мегино-Кангаласский 51, Вилюйский 50, Хангаласский 48, Усянский 48, Усмайский 48% явку показали. Значит, Булунский 47, Томпонский 43, Алекминский 42, Алаиховский 42, Аймеконский 40%. Промышленные города Алдан, Мирный и Нерюнгри показали от 30 до 33% явки. Иван Михайлович, еще вот за последние часы после нашей пресс-конференции предыдущей были ли какие-то заявления о нарушениях? Да, значит, ну, как я уже озвучивал, значит, заявления жалобы поступают, по ним работают наши юристы. И вот буквально последний час у нас на сайте «Голос нарушения» поступили 11 жалоб, по ним наши юристы работают и скоро дадут ответы. Вот давайте поясним, что это за сайт. Думаю, что многим сейчас стало интересно. Да, значит, в целом по России у нас и на мартовских выборах, и на этих выборах единого дня голосования по России работает сайт «Голос». Вот, независимая фиксация нарушений. И по ним вот буквально, как я уже озвучил, по Якутску поступило 11 жалоб и по городу Ленску. По ним наши юристы подключились и работают. И скоро будут свои объяснения. Хорошо. Ну что ж, Иван Михайлович, спасибо за вашу информацию. Наше следующее подключение запланировано на 20 часов 00 минут, как только избирательные участки уже закроют свои двери. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Что ж, я еще раз напоминаю, что в прямом эфире из Республиканского медиацентра об текущем ходе голосования докладывал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Иван Андросов.